Услышав нас и днем, и ночью, вы отложите все дела. Включите нас чуть-чуть погромче в прямом эфире новостя. На микрофон любуется Макар Марковкин и Степан Сундуков. Здрасте. Не слушайте чужие бредни, послушайте новости последней. Российские новости. По данным издания РБК, Минфин России отказывается профинансировать значительную часть проекта антикризисного плана, подготовленного Минэкономразвития. Вот ситуация, да? Люди старались, трудились, работали в поте лица, а тут приходит какой-то Минэкономразвития и требует финансирования. Минфин категорически возражает против 37 пунктов плана из 86. Это ж повезло, что они 37 пунктов успели прочитать. Наиболее дорогая заявка, которую не поддержал Минфин, предполагает дополнительное финансирование сельского хозяйства на 23 миллиарда рублей. А вот тут все логично. Зачем финансировать то, что и так само по себе вырастет? Также Минфин не согласился на стимулирование научно-исследовательских работ на 21 миллиард рублей. Ну вот, хорошо. Че хорошего-то? В науке стабильность. Как было плохо, так и остается. Международные новости. Президент Украины Петр Порошенко после пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель забыл пожать ей руку. Вот ведь наглец. Да за то, сколько денег Германия Украине дает, он ей должен ноги целовать. Ты бы попридержал язык-то. А чё? Ну мы ж всего не знаем. Меркель остановила удаляющегося Порошенко, и их протокольное рукопожатие на фоне флагов запечатлели фотографы. А вот подзатыльник в коридоре после этого фотографы не запечатлели. Вот Петя с Меркель за трибуной потел и голосом дрожал. Так за деньгами торопился, что даже руку не пожал. Ну вот и все. Что будет дальше? Потом расскажут новостя.